В эфире информационный выпуск Хамши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в Сочи открылся Российский инвестиционный форум. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум ежегодно проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Сегодня в пленарном заседании форума «Факторы успеха, идеи, кадры, компетенции» приняла участие делегация правительства Республики Абхазия во главе с вице-премьером, министром финансов Джансухом Нанба. В составе абхазской делегации на форуме министр иностранных дел Даур Кови, министр экономики Эдгур Ардзенба, директор госуправления Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Инар Гицба, директор госкомпании Абхазское морское пароходство Даур Ардзенба, руководители структурных подразделений министерств Абхазии. В рамках Российского инвестфорума вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба и губернатор Ненецкого автономного округа России Александр Цибульский подписали меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между субъектом России и Абхазией. Стороны отметили, что намерены и далее способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества, основанного на принципах долгосрочного партнерства. Как подчеркнул Джансух Нанба, для абхазской стороны это очень важный документ. Я надеюсь, что наши дела будут реализовываться в жизни, и уверенности нам придает то, что Александр Витальевич внес огромный вклад в развитие взаимоотношений Республики Абхазия и Российской Федерации. И те направления, о которых вы говорите, это в первую очередь, безусловно, будут рассматриваться. И наша общая позиция Республики Абхазия – это открытость. Мы открыты, мы готовы для взаимовыгодного сотрудничества. Я уверен, что у нас все получится. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цибульский также отметил значимость события. Сегодня подписали меморандум о намерениях. Это, конечно, на самом деле первый шаг к выстраиванию полноценного сотрудничества. Как я уже сказал, для нас крайне важно найти те взаимодополняющие точки для наших территорий, в которых мы могли бы быть взаимно полезны друг другу. В моем понимании мы могли бы начать именно с развития туристско-рекреационной сферы, понимая огромный туристический потенциал Абхазии в этом смысле. Мы все из детства помним те красоты, когда мы отдыхали в Сухуми и наслаждались этими прекрасными краями. Кроме того, с точки зрения развития двустороннего товарооборота, мне тоже кажется, здесь есть существенный потенциал для развития. Абхазия всегда славилась своими фруктами, овощами, выращенными в жарких условиях, полными витаминов, то, чего, конечно, нам на крайнем севере крайне не хватает. И если бы здесь мы смогли найти тоже возможность для сотрудничества, для совместно быть полезными друг другу, то, я думаю, и в этом направлении мы тоже могли бы поработать и тоже могли бы, наверное, быть полезными друг другу. На полях Российского инвестфорума в Сочи правительство Республики Абхазия и администрация Краснодарского края подписали программу мероприятий на 2019-2021 годы в целях реализации соглашения между правительством республики и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 2009 года, а также в целях дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, увеличения взаимного товарооборота в 2019-2021 годах. Документ подписали вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба и вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. Трехгодичный пошаговый план подразумевает реализацию мероприятий в промышленной сфере, в сфере агропромышленного комплекса, в сфере образования, науки и молодежной политики, в сфере культуры и казачества, в области физической культуры и развития спорта, в здравоохранении, развитии туристской индустрии, гражданского общества. Информация предоставлена пресс-службой правительства Абхазии. Это уже следующий этап в реализации соглашения. Если соглашение это все такое больше рамочное, да, такой документ, то тот план мероприятий по реализации соглашения он наполнен уже конкретным содержанием, мероприятиями. И самое главное, что в рамках
сегодняшней встречи мы договорились о том, что будем как минимум раз в полгода собираться. Вот представители правительства Республики Абхазия и Краснодарского края, и, что называется, сверять часы, смотреть, что удалось, что нет, и корректировать те мероприятия, которые реализуемы. Вот уже вот такое общение показало, что достаточно много точек совместного взаимодействия, которые выявлены и по линии развития санаторно-курортного комплекса, и по линии агропромышленного комплекса, и с точки зрения культурного обмена, развития проектов в сфере образования. То есть много таких проектов, которые интересны, взаимно интересны и Абхазии, и Кубани. Поэтому я думаю, что вот то, что мы наметили, и тот план мероприятий, который мы подписали, он действительно реалистичен, и он будет претворяться в жизнь. Широкий круг тем, включавший двустороннюю проблематику, а также некоторые аспекты внешнеполитического взаимодействия двух стран и ситуацию в регионе, обсуждались на очередных консультациях МИД Абхазии и России, прошедших в Москве в рамках реализации механизма внешнеполитической координации. В консультациях приняли участие директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский и посол Абхазии в России Игорь Ахба. Речь на встрече также шла об актуальных вопросах абхазо-российских отношений, в том числе в части совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Практика регулярного взаимного информирования и консультаций будет продолжена. Процесс обмена общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия практически завершен. Срок действия паспорта старого образца истек 31 декабря 2018 года. Но для пенсионеров срок действия продлен до 1 марта текущего года. О том, как проходит паспортизация в столице, в репортаже Алики Трапш. Сухум – самый густонаселенный город в республике, и основная нагрузка на паспортные службы МВД именно здесь. На сегодняшний день паспортным отделением номер 1 по городу Сухум паспортного управления МВД Абхазии и непосредственно Сухумским паспортным отделом выдано 35 650 внутренних общегражданских паспортов нового образца. На сегодняшний день нашей самой главной задачей является обмен паспортов граждан, которые по каким-либо причинам не получили новый паспорт. Около 2000 паспортов готово к выдаче. И на обработке около 2500 паспортов. Сотрудники паспортного отдела по-прежнему работают в усиленном режиме. Работаем ежедневно с 9 до 18 часов, включая субботу до 14 часов. Сегодня уже нет больших очередей при сдаче документов на обмен паспортом. Инспекторы обрабатывают данные граждан с 9 утра до 6 вечера. На обработку документов и изготовление паспорта уходит от 15 до 20 рабочих дней. Выдача готовых бланков документов проходит в обычном режиме. Нормально все. Позавчера я пришла, мне сказали, вот это 4 приходите и забирайте паспорт. Я пришла забирать свои документы. Иногда возникают задержки при выдаче общегражданских паспортов нового образца у некоторых граждан. Причина – это разночтение в представленных документах, говорят специалисты. Одна из причин, которая затягивает процесс получения паспорта, это разночтение по документам. То есть в домовой книге указано старое название улиц, а по факту улицы претерпели изменения. И зачастую граждане предоставляют неполный пакет. Пакет документов считается сформированным с момента подачи последней справки. То есть там идут фотографии, оплата, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. То есть обязательно это все должно прилагаться. По мере возможности мы поднимаем архивные материалы, но их часто бывает недостаточно для выписки нового паспорта. Паспортное отделение номер 1 города Сухум паспортного управления МВД Абхазии занимается обработкой документов граждан в густонаселенных микрорайонах столицы. Новый район, старый поселок, район Суи и Универсама. На данный момент здесь подано 15 тысяч заявлений. В обработке около 800 дел. Готовых к выдаче 677 паспорта.
Очень большая просьба граждан, чтобы они приходили своевременно и забирали свои документы. Для того, чтобы было им легче не ходить все время, не интересоваться, готов паспорт или нет, инспектора выдают при сдаче документов им 19-значный номер, где они могут на сайте МВД Республики Абхазия зайти на сайт и посмотреть, готов паспорт или нет. Срок действия общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия старого образца истек 31 декабря прошлого года. Но для пенсионеров до 1 марта продлен срок действия паспортов в целях бесперебойного пенсионного обеспечения. А граждане, не имеющие возможности по состоянию здоровья или в связи с ограниченными физическими возможностями сдать базовый перечень документов в паспортный отдел, инспекторы направляются к ним по месту жительства. Паспортное управление МВД вновь напоминает о необходимости своевременно сдать документы для обмена паспортов. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В эти дни исполняется 30 лет со дня вывода войск из Афганистана. 300 молодых жителей нашей страны были призваны на военную службу в Афганистан. Сегодня в информагентстве «Спутник Абхазия» были приглашены ветераны афганской войны, которые поделились своими воспоминаниями. 25 декабря 1979 года руководство Советского Союза, опасаясь переноса военных действий из Афганистана на территорию приграничных среднеазиатских республик, приняло решение ввести войска в Афганистан. Целью данной военной операции была помощь правительству страны, раздираемой гражданской войной. Ввод советских войск в Афганистан рассматривался тогда как кратковременная мера. На деле этот процесс затянулся почти на 10 лет. За время войны были ранены 49 985 человек. Инвалидами стали 37 тысяч. 500 человек числятся в списке без вести пропавших. Афганская война стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. Службу в Афганистане прошли более 620 тысяч советских военнослужащих. Не остались в стороне и молодые призывники из Абхазии, для которых выполнение интернационального долга было священно. Для таких, как мы, все по 18 лет, война и прочие столкновения всякие, мы только видели по телевизору. А тут ты сам попадаешь туда, ты должен уже сориентироваться, как и все. Вот то, что мы и делали, потому что все-таки знали, что мы на чужой земле, но выполняли задачу Советского Союза, правительства. Это не только мы захотели и поехали. Нас послали, доверили, значит, надо было это все оправдать. Из нашей страны в афганской войне участвовали 300 человек. На сегодняшний день в Абхазский союз ветеранов Афганистана входит 140 воинов-интернационалистов. 15 абхазских военнослужащих не вернулись на родину. 13 из них посмертно награждены орденами Красной Звезды. 11 человек получили ранения. В то время нередки были случаи, когда только на пути в Афганистан молодые бойцы узнавали, что будут участвовать в боевых действиях, вспоминают сегодня ветераны Афгана. Это было совершенно секретно, куда отправляют, где ты будешь находиться, в Германии, в Польше, в Чехословакии, в Афганистане или где-то в Советском Союзе. Призвали, пришел, расписался. Уже завтра надо явиться в военкомат с вещами. 5,5 месяца я проходил сержантскую учебку, обучали, как водить технику, как стрелять, со всего вида оружия ознакомливали. Тяжеловато, но солдат привыкает ко всему. Советская армия не воевала с афганским народом. Воины-интернационалисты боролись с террористами и торговцами оружием, спонсируемыми США. Главной задачей советских войск было поддержание мира в стране. 15 февраля 1989 года, 30 лет назад, первые боевые колонны пересекли мост дружбы в Афганистане. Этот день стал настоящим праздником для военнослужащих и их семей. Война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. И она стоила жизни почти 15 тысячам советских солдат. Когда мы услышали от Михаила Сергеевича Горбачева, что войска надо выводить, и все, и
там в течение года, да, по-моему, выводились войска поэтапно, да. Естественно, в 19-20 лет никому не хотелось погибать. 1 апреля меня уволили в запас уже. И я приехал сюда, я сам гудаутский, в 6 утра приземлился 22 апреля в Сухуми. 22 апреля на день рождения Ленина я попал в Гудауту. Люди работают, субботник, все нормально. А когда я проходил, иду в форме, там, при медалях, естественно, то люди бросали лопаты, там, подходили, там, кто-то так потрогает, кто-то так потрогает. Пока я до дома дошел, я ехал 22 дня домой вообще. 1 апреля уволился, 22 дня ехал. Не успев оправиться от перенесенных ран афганской войны, воины-интернационалисты вновь встали на защиту Родины, но уже своей родной Апсны, делясь военным опытом со своими братьями и друзьями во имя мира, спокойствия и справедливости на земле. Проблеме утилизации бытовых отходов и строительству мусорного полигона была посвящена пресс-конференция на площадке Арс Мира. Общественные активисты Джансу Хадлиба и Александр Цеховой рассказали, с какими проблемами ежедневно сталкиваются жители республики из-за мусорных свалок, которые располагаются в населенных пунктах. В декабре 2018 года президент Рауль Хаджимба распорядился до конца первого квартала 2019 года выделить земельный участок в Гулрыбском районе и подготовить его по всем нормам для утилизации твердых бытовых отходов. Столице не место такой свалки. Она разрослась. Раньше такого мусора не было, таких бытовых отходов. Она разрослась, увеличилась за последние годы и создает нечеловеческие условия для проживания. Мы надеемся, что это распоряжение будет выполнено. Надо создать один полигон на всю Абхазию. На мой взгляд, желательно подальше от людей, где-нибудь в предгорьях. 25-30 гектар – это максимальная площадь, какая нужна. Такой полигон будет стоить, максимум 300, может быть, 400 миллионов рублей. 14 февраля во всем мире отмечают День Святого Валентина, священника, помогавшего влюбленным. Что сегодня дарят друг другу влюбленные? Об этом в репортаже Гугуцы Вардания. Сегодня в Абхазии, как и во многих странах мира, отмечают День Святого Валентина. В этот день дорогим и близким людям принято дарить цветы, подарки, воздушные шары и, конечно же, открытки в форме сердец – валентинки. Мы решили узнать, как День Святого Валентина отмечают у нас в стране. В Абхазии этот день, как и в России, начали отмечать сравнительно недавно. Возможно, ему у нас уделяют не столь большое внимание. Но, тем не менее, есть и те, кто дарит друг другу подарки. В этот день на улицах Сухума, хоть и изредка, но можно было встретить молодых людей с охапками роз и девушек, которых уже поздравили с этим замечательным праздником. День Святого Валентина – это очень светлый праздник, и нам на самом деле очень приятно, что нас не забыли и подарили такие прекрасные подарки. В этом году большим спросом пользуются классические алые розы и тюльпаны. В качестве подарков молодые ребята и девушки тщательно выбирали мягкие игрушки и оригинальные дизайнерские сувениры. Ведь каждый хочет подарить дорогому человеку что-то особенное. На смену флористическим работам пришла новая тенденция – букеты из плюшевых мишек. Особенно модны в этом году розы в колбах. Такие оригинальные подарки не могут не порадовать близкого человека. Хочу поздравить всех с сегодняшним днем, с сегодняшним праздником. Это День Святого Валентина. Издревле этот праздник был. И выбирают цветы для своей девушки. Хочу ей подарить. Мне кажется, девушкам нужно дарить цветы не только сегодня, но и вообще очень часто. И, конечно же, главный подарок в День Святого Валентина – открытка в форме сердца. Автором одной из первых валентинок был герцог Орлеанский Чарльз, который в 1415 году отправил ее своей жене из Тауэрской тюрьмы. Эта валентинка хранится сегодня в Британском музее и представляет собой кусочек бумаги с нацарапанными на ней поздравлениями. В традиционном письменном виде валентинки появились не так давно. Дарить такие открытки в этот праздник с теплыми пожеланиями стало доброй традицией. День Святого Валентина – это, безусловно, замечательный повод сделать приятное дорогому человеку. Гугуца Вардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. На побережье преимущественно без осадков. В возвышенностях местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 8-13 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.